Добрый день. В Центре политико-правовых исследований мы продолжаем экспертное обсуждение. И наиболее, наверное, самой актуальной темой, приоритетной темой для внимания является действие президента, который вступил уже в должность президента. Прошла инаугурация. Об этом признали как внутренние участники, так и на международной арене, я думаю. И поэтому я предлагаю поговорить об его последующих действиях. Для этого мы пригласили в студию к нам политологов Азамата Темиркулова и Эдиля Усманбекова. Добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос. Какие задачи стоят перед Садыром Джапаровым как шестым или седьмым президентом в течение этого года? Какие бы вы назвали приоритетные его направления действий? Пожалуйста, Азамат, с вас начнем. Спасибо. Но я бы разделил на две категории. Да? Первая категория или первая часть, возможно, первый вариант моего ответа – это обещание Садыра Джапарова. Потому что понятно, что он должен выполнять свои обещания, данные в предвыборной кампании и данные даже после предвыборной кампании в своей инаугурационной речи. О каких обещаниях я говорю? Вернее, о каких обещаниях говорил Садыр Джапаров? Во-первых, это конституционная реформа. Потому что я думаю, что высокий рейтинг, который он набрал на президентских выборах, почти 80%, это масса тех людей, которые разочаровались в парламентской форме правления. Но здесь я хотел бы уточнить, что на самом деле плохой оказалась не парламентская форма правления, а вся проблема в политических партиях, вернее в тех образованиях, которые называют себя в Кыргызстане политическими партиями. Именно в этих образованиях народ и разочаровался и потерял всякую веру и надежду, что эти якобы политические партии смогут в будущем как-то развивать нашу страну. Поэтому был запрос на на конституционную реформу, и это четко уловил Садыр Джапаров, и именно это он обещал. И сейчас мы видим, что он это претворяет в жизнь, прошел референдум, на котором действительно большинство избирателей отдали предпочтение президентской форме правления. Это то, что он обещал, и это то, что он выполняет, и, видимо, будет выполнять в течение этого года, 2021. Второе обещание, которое он дал, и которое он выполняет, и, видимо, будет выполнять, это так называемый слоган «Кустуравас» – «Вернем награбленное». Этот слоган был придуман не Садыром Джапаровым, точно так же, как и конституционная реформа. Это именно то, что он уловил. Уже, наверное, около года в соцсетях и в обществе было вот это настроение вернуть награбленное народу. Появился даже такой политический слоган «Вернем награбленное», вокруг которого образовалась одна из политических партий. Вот. Эта тенденция тоже была тонко улавлена Садыром Джапаровым, и он сделал из нее одним из пунктов своей предвыборной кампании. Мы видели, что действительно Куструатат, многие посажены, и до сих пор идут посадки, и, видимо, это обещание он будет также сдерживать весь этот год. Вот. Но, кроме того, вот он дал еще обещание на своей инаугурации построить каскад ГЭС и создать 1000 рабочих мест для возвращения мигрантов. Я не представляю, каким образом он собирается это делать, честно говоря. Я надеюсь, что у него есть варианты, о которых широкой общественности, и мне в том числе, неизвестно. Вот. Но вот эти 4 пункта, я думаю, что вот он обещал, и общественность от него ждет, что именно этим он будет заниматься 2021 год. Хотя я бы акцент сделал бы немножечко на другие вещи, в первую очередь на продовольственную безопасность и на национальную безопасность в нашей стране. Спасибо. Спасибо большое, Азамат. Ваш комментарий. Спасибо. Ну вот я, во-первых, согласен с тем, что Азамат говорит, но надо немножко некоторые моменты вычесть. С октября по 28 января у нас был такой сложный исторический период, самой современной истории. Ну, самый сложный, потому что
Даже никто не может сегодня дать оценку событиям 5-6 октября, называет нейтральное название. Я думаю, историки в будущем скажут, что это была революция, переворот, и еще будет осмысление. Но вот именно с октября по 28 января мы ходили по краю, да, Кыргызстан-Бекер опять Хырдадждык. И геополитически, и политически, потому что такая вот, ну, сложная была очень опасность, потому что не надо забывать, что есть и внутренние политические силы, которые имеют другие цели. Есть внешние игроки, у которых есть своя повестка дня, и, соответственно, они тоже могли включить ее. Но я думаю, что 28 января, инаугурация, да, вот президента, она в какой-то мере, можно выразиться, на какой-то временной период политический кризис разрешился. То есть, в принципе, все политические силы, которые, может быть, в силу разных причин питали надежды, меняли, в принципе, проведен референдум, да, выборы президента, но вот инаугурация, она поставила точку. Почему? Потому что в мировой практике инаугурация президента – это последняя точка его финальных предвыборной кампании. И что такое инаугурационная речь? Инаугурационная речь – это политический месседж всем гражданам страны и мировому сообществу. И когда Садыр Жапаров выступил, он как бы в своей речи постарался полностью объяснить и гражданам Кыргызстана, что он будет делать, какие цели, задачи, ценности, программа какая будет. Ну и, конечно же, он это объяснил внешнеполитический вектор. Он сказал, что будет у нас многовекторная политика, а мы прекрасно знаем, что фактически Кыргызстан, ну особенно с 2015 года мы одновекторную политику взяли, и что мы будем, он четко указал, что Россия, Узбекистан, Казахстан, Турцию выделил, Китай, и потом сказал Америка, там Азия, Европейский Союз. И, конечно же, нам вот сегодня в современном мире Кыргызстану, чтобы вот эти реформы заявленные, ну, надо сказать честно, мы 4 месяца потеряли. Вот, ничего не было сделано, ни правительством этим. Просто какая-то такая, знаете, вот, ну, технические вопросы какие-то. Не была разработана программа антикризисная, тех шагов. Сейчас, когда вот заявлена такая программа, очень маленький срок, потому что 2021 год для Кыргызстана все равно год выборов. Президентский, Горкенгеш будет в апреле, бишкекский, потом будет парламентский, потом, может быть, будут референдум, потом будет, может быть, президентский, непонятно. То есть, в основном, когда такое происходит, то в этих условиях очень трудно заниматься внутриэкономическими вопросами. Но сейчас, когда у него есть определенный кредит доверия, и после инаугурационной речи мы видим, что он взял на себя всю ответственность. То есть сегодня, если будет принят новый проект Конституции, то вся полнота власти будет у него одного, и мы увидим такую полностью президентскую республику, и президент за все будет отвечать, и за экономику. То есть уже как прошлые президенты, 30 лет истории Кыргызстана, не получится говорить, что это правительство, парламент или кто-то другой. То сегодня мы видим, с одной стороны, такой политический процесс объединения, буфикации, когда один человек будет отвечать за все. И, соответственно, он будет возглавлять и правительство, если будет принят этот проект Конституции, референдум. И, конечно же, самая главная задача в Кыргызстане. Сейчас эйфория идет. Какая-то часть населения, кто за него голосовал, там, кто его поддерживает. Есть некоторые даже такие волшебные вести, магические, что все проблемы, которые есть, они разрешатся. Но мы прекрасно понимаем, что вот предвыборная кампания, которая длилась, да, осенью, зимой этого года, то мы видели, что там часто бывают взаимоисключающие обещания разным социальным группам, политическим силам. И, конечно же, ни один политик, он не может без политического консенсуса. Первое, что должен сделать президент в 2004 году, мне кажется, он должен создать политический консенсус. Ну, в разных странах называется национальное правительство, там, национального доверия, широкая коалиция даже из тех сил, которых, может быть, ну, ты не располагаешь политически, но ты должен их привлечь, потому что мы всегда знаем, и это в мире известно, любая революция, любая политическая нестабильность начинается от несогласованности, конфликта внутри политических элит. Все-таки нужна какая-то такая цементирующая вещь, чтобы объединить те силы в оппозиции даже, которые, ну, настроены за Кыргызстан, за национальный интерес. И второй шаг, мне кажется, это очень важный, и о нем почему-то мало говорится, и в инаугурационной было мало речи, это нужны экономические реформы. Нам нужен, я не знаю, комитет по реформам, секретариат, совет. Ну вот в Казахстане соседям, допустим, есть совет по реформам. Что это такое? Это ты собираешь людей, которые не политизированы, не политики, люди, которые в своей области разбираются в отраслях. Мы можем взять любых, мы должны разработать программу, ну, я не знаю, может быть, провести экономический там какой-то аудит полностью, какими ресурсами мы обладаем. И тогда эти профессионалы, мы уже был период такой, когда мы могли бы провести реформы и выйти вперед. Но не надо забывать, что на президента Садыр Жапаров выйти вперед. У любой реформы есть цена.
Когда будут проводиться реформы, да, вот у нас будет государственная реформа, государственного аппарата, национально-государственного, вот, об области, там, да, размежевание будет, там, укрупнение, да, потом будут другие реформы, парламент, да, новая система. Здесь очень важно, чтобы было доверие и, самое главное, как принимается решение. Потому что если этого не произойдет, то я думаю, мы можем, к сожалению, попасть опять в ту же историю. Из 30-летней истории Кыргызстана, она показала, что никто не может предсказать события. Она показывает, что у нас раз и революция, или какое-то событие. Не дай бог, но нам надо широкий круг. И я бы хотел, допустим, если люди говорят, да, там, о мигрантах, да, возвращении, то как будем создавать рабочие места? Каким образом? Если прямые инвестиции были, мы видим сейчас инвесторы в 2020 году убегают из Кыргызстана после событий октября. Их территория была, техника жжет, имущество, никто до сих пор там, ну, не расплатился, не вернул, а без прямых инвестиций. Вторая такая серьезная проблема, мне кажется, это надо заниматься все-таки каким-то внешнеполитическим направлением по-новому, надо пересмотреть. Мы должны провести такую сбалансированную политику. Я думаю, что со всеми странами мы должны иметь хорошие отношения. И, может быть, даже как Монголия, иметь третью сторону. Пусть будет это Россия, Китай, но нам надо третью сторону. Это Запад коллективный, США, Европейский Союз. Вот у нас у Кыргызстана есть одно направление, которое, ну, честно говоря, это даже геополитическая русскость в кавычках. Мы уже 6-й год не имеем полноценных отношений с Соединенными Штатами Америки. Нету правительственного соглашения. Это, такого нельзя делать. Первая экономика, сверхдержава. Страна, которая помогала становлению государственности. Наши соседи, Узбекистан, Казахстан, имеют стратегическое партнерство. У нас сегодня базового соглашения нету. И это надо понимать, это нужно кыргызской стороне, не нам. США уже 2 сигнала дало, крупных, в прошлом году. И в этом году, когда Байден первым своим указом, он иммиграционные визы, запрет отменил, сказал, давайте, ребята, наряду с другими странами, там, Африки, мы будем. Это большой месседж. Сейчас правительство Садыра Джапарова должно это решить. И третий, мне кажется, нам нужен очень важный компонент, который поменять сегодня, да, вот в его программе. Нужно быть четко прописано, в чем кыргызский национальный интерес. Вот в чем вот мы, когда мы это узнаем, мы можем спокойно сделать. И внешнеполитический контур, к сожалению, вот, есть такой момент, когда одно действие совершается, а потом оно меняется и в совершенно другое направление движемся. Есть ну, список Магнитского правила, есть люди, внешние игроки. Особенно наши соседи, они должны понимать, что мы предсказуемы, чтобы они нас признавали легитимность власти, выборов, всего-всего. Тогда нам будет легче работать. Почему? Вот, к сожалению, в прошлом году была пандемия, вот весна-лето. Почему нам помогали международные организации, другие страны? Да, там большая сумма, миллионами долларов. Потому что мы были предсказуемы, они считали нас легитимными и считали вопросы продвижения. А с другой стороны, сейчас мы должны всему миру в какой-то мере подорванный имидж Кыргызстана, да, авторитет вернуть на позиции, чтобы мы опять были. И я думаю, мы должны, во-первых, соблюдать права человека, свободу мнений, свободу СМИ, да, это обязательно, это безусловно. И четвертое, мы должны сохранять статус островка демократии. Это самое главное, это, я думаю, самый мощный, я не знаю, месседж всему миру, всем странам. Почему? Есть соседи, которые могут экономически быть более развиты, но их народы, они всегда говорят, мы хотим быть в Кыргызстане, дышать свободой воздуха. Вот новый президент, он должен вот это сделать. И, конечно же, прекратить вот эти, знаете, вот эти нападения, политические какие-то нагонения или какие-то фейковые информационные войны. Это не нужно, потому что мы в Кыргызстане знаем, все проходит, политические силы, которых ты сегодня там атакуешь, если там нету законных оснований, нарушивших закон, они тоже перегруппировываются. У них есть ресурсы, у них есть опыт, у них есть сторонники. И мы, к сожалению, можем... Я думаю, что в этом отношении первые 100 дней президента покажут, какие шаги. И второе, мы увидим по кадровой. Как только кадровые вопросы будут решены, я думаю, будет уже понятно, какой вектор будет развитие. Ну, во многом восхождение Садыра Джапарова связано и с тем, что 2020 год был ознаменован критически низким доверием к действиям правительства и лично президенту. И вот последующие его действия во многом связаны с тем,
с чем объяснима вот такая поддержка людей? 80% избирателей проголосовало за него. И во-вторых, вот в 2020 году мы видим, что по опросам Международного республиканского института сейчас после перехода к Садыру Джапарову говорят о том, что страна движется в правильном направлении. Почему такой резкий переход произошел? Почему такой почти что стопроцентный мандат доверия в отношении Джапарова происходит? И в чем в этом феномен? Прошу вас, Азамат. Ну, я думаю, что дело в том, что Садыр Джапаров уловил настроение населения. То, что вы говорили первым. Да. А вот то, как раз о чем я говорил в отношении политических партий, потому что мы видим, что на выборах 4 октября вот те большие политические партии, которые когда-то были очень популярны в народе, Республика, она набрала всего лишь 7% голосов. Атамекен, он потерял около 30% голосов по сравнению с выборами 2015 года. Бирбол потерял 50% голосов по сравнению с выборами 2015 года. То есть кредит доверия к политическим партиям, к старым политическим партиям и к новым политическим партиям. Мы видели, насколько вот гремела реформа в соцсетях. Казалось, что да, вот сейчас будет какой-то прорыв, но тем не менее они набрали чрезвычайно низкий процент голосов. И вот эта тенденция, она говорит о том, что население, оно выразило свой протест политическим партиям. Потому что у нас, к сожалению, за 30 лет не было построено ни одной политической партии, настоящей политической партии. У нас это временные клубы политических авантюристов, которые собираются только для коротких целей, это прохождение во власть. А реализация каких-то программ после того, как они придут к власти, это вопрос, наверное, даже 3-й или 5-й степени. Вот, поэтому, конечно, за 30 лет население разочаровалось в политических партиях. И вот то, что большинство проголосовало за Садыра Джапарова, обратите внимание, что 80% проголосовало за Садыра Джапарова, и эти же 80% проголосовали за президентскую форму правления. То есть люди, по сути, они голосовали не сколько за Джапарова, сколько они голосовали против системы политических партий, против парламентской формы правления. А Садыр Джапаров, он вовремя оказался там, где ему нужно было, и вовремя уловил это настроение и дал обещание реформировать, обещал интегрировать какой-то новый такой, квази-новый традиционный институт, Курултай, это тоже вот ходило в массах. Поэтому вот этим объясняется как раз-таки вот этот успех. Но я бы хотел отметить то, что 8% это в августе 2020 года реальный электорат Садыра Джапарова, согласно исследованию IRI. То есть, если в августе за него проголосовали 8%, а в январе уже, буквально через полгода, в 10 раз больше, 72% вот эта разница, это те, кто не являются его сторонниками. Его сторонники, верные сторонники, это вот эти 8%. 72% это мимо проходившие люди, которые вдруг просто поверили Садыру Джапарову, которых он смог убедить своими обещаниями и вот этим имиджем или образом мученика, который отсидел в тюрьме за якобы, или может быть это действительно так, вполне может быть, что это правда, за интересы народа. Но главное, что люди в это поверили и проголосовали. И теперь вопрос, насколько будут вот эти 72%, насколько они будут лояльными к Садыру Джапарову, и не поменяют ли они свое мнение очень быстро, потому что они не являются давними верными сторонниками Садыра Джапарова. Вот я думаю, что ответ на этот вопрос,
он как раз кроется вот в том, как Садыр Джапаров будет вести свою политику и в плане экономики, и в плане борьбы с коррупцией. Я думаю, если результаты будут не очень обнадеживающими и не теми, которые ожидали вот эти 72%, то естественно, что их голоса могут быстро переметнуться в другую сторону. А вот эти остальные 8%, ну это мало, они, возможно, останутся с ним и дальше. Ваш комментарий. Ну вот здесь правильно сказал, но с другой стороны, вот если взять, почему огромное количество людей, допустим, там 40% это больше миллиона, да, проголосовали, 3,5, в принципе, как считать, да, с одной стороны, миллион там с чем-то 200 тысяч проголосовало за него, из 40% 80 отдали голоса за него, но из 3,5 миллиона, ну, большая часть или как бы голосовала против, или не принимала участие и так далее, но как бы здесь я с одной стороны не вижу такого большого, знаете, электорального поддержки, да, с этих процессов, с этой стороны. Но это как бы математика, это такие вещи, которые электоральный счет будет, результат уже есть. Вопрос заключается в том, что, во-первых, мы, в принципе, поставили задачу построения парламентской республики в свое время, да, именно в будущем. Я думаю, что историки, политологи и юристы скажут, что мы никогда не жили при парламентской республике полностью. Все-таки были президентские, кто-то называет суперпрезидентские. Все равно президент за 30 лет всегда имел сильное влияние, он мог на любое решение, на любую фракцию принять решение. И это был просто такой, как бы, ну, консенсус, так мягко скажем. И, конечно же, с другой стороны, сейчас мы выбираем президентскую форму управления. Надо четко еще узнать, насколько люди понимают, что такое президентская форма управления, потому что еще полностью люди не читали новый проект Конституции, еще нету референдума. И когда ты концентрируешь в одних руках, вот история показывает, что президентская форма управления, она важна в начальный период, в 90-е, когда мы становились как суверенные государства. Это делал Казахстан, Узбекистан, другие страны, для того, чтобы, ну, вот, как бы сделать переходный период устоявшийся. Но с другой стороны, мы сейчас видим, что наши соседи по СНГ, Казахстан, он пытается часть полномочий передать парламенту, расширяет постепенно. Россия это делает. Мы видим даже Белоруссию, который там держался, диктаторский и так далее. Узбекистан, то есть идет постепенно. Европейский Союз, он когда выступал осенью, он обычно сказал, что отказ от парламентской системы – это откат назад. И я все-таки сторонник того, чтобы избежать в будущем политической нестабильности, нам нужен парламент не 90 человек, это, мне кажется, мало. Может быть, надо половину делать партийно, мажоритарно, да, там, может, кто-то пропорционально, кто-то мажоритарно. Но вообще в парламентских системах парламент не может быть меньше 150, там, 150, 300, 50 человек. Есть страны меньше, чем Кыргызстан, 3,5 миллиона, 3 миллиона, но у них парламент 250, 350. Зачем? Может быть, какая-то часть из них вообще зарплаты не будет получать, не будет никаких привилегий, но он будет работать на страну. Зачем это нужно? Потому что когда парламент очень маленький, компактный, то на него очень легко влиять всевозможным лоббистским группам, там, финансово-промышленным и другим. Ну, в конце концов, мы проходили историю, можно договориться, но когда их очень много, очень трудно будет договориться. И очень важно, чтобы в парламенте были представлены практически все политические силы, которые выступают за единый Кыргызстан, за будущее Кыргызстана, но тогда будет распределение. Потому что парламент, я думаю, что события, которые произошли осенью, это в какой-то мере один из результатов того, что парламент не справился со своей функцией. Парламент это все-таки место, где должны решаться все споры. Не на улице, не на митингах. И если бы депутаты этого парламента, которые, ну, как только не оскорбляли, какие только клички не ставили, да, кто-то говорит, вообще они нелегитимные, они должны были выполнять функцию, ту, которую, вот, знаете, как защитного клапана, разрешать эти проблемы. И вот эти выборы были последней каплей. И еще один момент, почему мы сейчас в такой ситуации оказались в какой-то мере, да, почему люди проголосовали. Нужно прекрасно понимать, вот, пандемия коронавируса, она выступила триггером, изменила сознание людей. Сейчас идет процесс, мы видим в этом мире, переход от финансово-промышленных групп к информационному пространству. Уже социальные сети, мессенджеры, они играют на более больший мир. Информационная поддержка, когда как ты людям объяснишь. И это в первую очередь. Ну, простой пример, президент США, да, Дональд Трамп бывший, самое влиятельное лицо в мире, да.
и его социальные сети, да, там, Facebook, Twitter блокируют. Такого было невозможно представить там несколько лет назад. Это говорит о том, что мы переходим в какой-то мере в информационное общество. Поэтому действующему президенту и вообще вот всем странам нужно думать о информационной безопасности. Нужно четко доносить людям, что ты хочешь. К сожалению, я вот за 4 месяца смотрю, я не вижу иногда вот четкого объяснения. Должно быть все-таки человеку детально объяснено, какие будут реформы, какие экономические, какие будут выгоды. Может быть, и телевидение, радио, все надо объяснять. Даже вплоть до того, что инаугурационную речь вот в США, ее должны все знать, объяснять. Это как бы главный политический месседж. И в какой-то мере объяснять, потому что большинство людей слышит, что происходит, но он не понимает, что будет дальше, какие процессы. И, соответственно, я думаю, здесь большую роль сыграет СМИ, транспарентность, открытость принятия решений. И тогда будет, и вот сам лозунг в какой-то мере можно сказать, что вот это то, что если во Франции было там, помните, да, у них свои лозунги, да, там, равенство, братство, там, да, вот эти все дела, то у Кыргызстана там добавляется еще одна вещь, это справедливость. Поэтому в этом кыргызском менталитете чувство справедливости есть. Может быть, иногда принять можно жесткое решение, но оно должно быть справедливое. И тогда мы многие вещи избежим. И еще одна большая проблема, которая стоит у нас, мы все-таки еще полностью как политическая нация не сформировались. И поэтому у нас такие, знаете, диспропорции получается представление какой-то части людей. У народа завышенные ожидания, с одной стороны, с другой стороны, путем конституционной реформы Садыр Джапаров персонифицировал в отношении к себе всю власть. И решение, в том числе тех накопившихся проблем, которые сейчас стоят. Это очень большой вызов для него. Сможет ли он этот вызов принять и вот этот запрос достойно принять в период своего президентства и особенно в первые годы, как он обещает, в первые 2 года. Вот он же просит потерпеть. Это будет последний вопрос, поэтому вот резюмирующий я прошу вас ответить. Ну, я думаю, что обещанная реформа конституционная, она создаст определенную ситуацию, когда те люди, которые потеряют свои рабочие места, это госслужащие, они перейдут в разряд, скорее всего, перейдут в разряд недовольных. Кроме того, любая реформа госуправления – это определенный период бардака. Потому что будет непонятно, кто за что отвечает, кто каким ведомством стал, у кого были какие функции, кому что передали. И вот этот период бардака, он будет длиться и после реформ некоторое время. Это все должно устаканиться. И когда население, оно столкнется с госорганами, в которых вот этот вот объективный бардак, но тем не менее бардак, то у населения тоже возникнут негативные восприятия, да, происходящих событий. Поэтому это риски, о которых я говорю о рисках, да, это риски. Кроме того, вот сейчас вот эта вот политика «вернем награбленное», она создает очень много врагов действующей власти. Потому что за каждым этим посаженным коррупционером стоят не только многочисленные родственники, но там есть еще и сторонники, которые жили и благополучие которых зависит от их патрона. Напрямую даже. Да? Напрямую зависит от их патрона. Поэтому это тоже такой риск, потому что недовольных может становиться все больше в зависимости от роста количества посаженных людей или тех, кому пришлось вернуть деньги в бюджет. Это второй риск. Третий риск – это, естественно, глобальный экономический кризис. Вот сейчас, ну вот даже вот коллега Эдиль Кубатович говорит, что нужно реформировать экономику. Я немножечко в этом отношении скептически настроен и более консервативен, потому что мне кажется, что на переправе лошадей не меняют. А вот сейчас глобальный экономический кризис. Если вот сейчас начать реформировать экономику, то появится еще больше недовольных людей. Потому что любые реформы – это очень болезненно. Кто-то потеряет свой бизнес в результате реформ, кому-то доход будет занижен и так далее. И создать новые места будет крайне сложно в условиях глобального кризиса. Поэтому мне кажется, сейчас нужно сконцентрироваться не на
реформе экономики, а на продовольственной безопасности. Потому что экономический кризис, он будет тоже создавать больше недовольных. Я думаю, что в данной ситуации действующей власти нужно будет два фактора. Первый, это нужно будет большое количество высокопрофессиональных управленцев, которые будут понимать, что нужно делать и как это делать, и будут не только маленькой группой находиться вокруг руководителя государства, но будет каждый отвечать за свой участок и будет находиться вдали от центра. Кто-то должен быть в Баткенской области, грамотный управленец, кто-то в Нарынской области, тоже грамотный управленец. У нас, к сожалению, очень ограничены кадры. И, кроме того, нужны будут большие финансы, потому что надо выплачивать внешний долг, надо платить зарплаты бюджетникам, здесь экономический кризис, ну и так далее. И я думаю, вот в данной ситуации нужно будет везение. Спасибо. Эдиль. Ну, уже время заканчивается. Ну, во-первых, я согласен, что вольно или невольно Садыр Джапаров взял на себя всю ответственность. Это очень большая ответственность за все, что происходит внутри страны и во внешнем факторе. Это, я думаю, в истории Кыргызстана такого еще не было и за 30 лет. Потом второй вопрос. Все-таки, видите, как бы ни говорили, кадры решают все. И, безусловно, короля делает свита. Он должен набрать такую команду, такой состав, который был бы профессионален и который был бы менее политизирован. И это очень сложно сделать, потому что мы видим сейчас, как кадровые решения принимаются, какие люди приходят. Кто-то кричит, что он там участвовал в митингах, требует свою какую-то там должность, какие-то возможности. Так не должно быть. Должны приходить профессиональные, квалифицированные кадры, пока есть они еще в Кыргызстане. И здесь есть очень сложный вопрос. Если брать вот Томаса Джефферсона, он в свое время говорил, кто может быть президентом США. Президентом США может быть любой, он сказал, но он должен взять трем требованиям. Он должен быть патриотом, он должен быть честным, и третье, он должен решать кадровые вопросы. Это не задача президента решать экономические и другие вопросы. Он стратегическое направление определяет. Его команда, которая будет в исполнительной власти, там, в судебной, в другой парламент, они должны это вот быть, они должны раскрутить маховик. Но здесь есть один большой риск. Я вот разговаривал с разными юристами, но никто не знает точно, какая будет новая конституция, какой ее проект, как она будет инкорпорирована в кыргызское общество, как это будет все работать. И в какой-то мере получается, что вот 30 лет мы отрезаем институциональную память, которая была с 91 года. Мы строим сейчас совершенно новую систему. Как она будет работать, тоже большой вопрос, потому что система, конституция и новая система, как это будет, все будет синхронизировано, слаженность, да, и поэтому это будет сильно влиять. И второй момент, я думаю, очень такой важный для всех нас, это то, как мы будем подводить итоги, потому что 2021 год, я скажу, уже как бы выборный год, сложный, а в этот период мало кто будет заниматься там как бы реальными делами. И второе, 2021-2028 год максимум выплат по внешнему долгу, около 5 миллиардов. И в наших условиях, когда мы находимся фактически сегодня в международной изоляции, нам очень трудно рассчитывать на помощь. Мы только сейчас пытаемся выходить. Нас, честно говоря, по большому счету никто не признает же, по большому. Но если мы сможем решить и внешнеполитические вопросы, то нам какой-то можем брать заимствования других стран, какие-то возможности делать. Но пока мы этого шага не видим, может быть, это будет сделано в ближайшие месяцы, я надеюсь на это. Только тогда, но мы должны идти, и плюс вопрос вакцинизации. Если не будет вакцинизации, мы можем оказаться аутсайдерами, это уже понятно. Кыргызскому правительству современному, да, вот нынешнему, нужно заняться этим вопросом, надо двигаться, потому что без вакцинизации невозможно открыть экономику, никто с нами дел не будет иметь, мы не сможем даже мигрантов послать, решать эти вопросы. Поэтому сегодня вопросов больше и задач, чем когда-либо перед Кыргызстаном. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо большое. Ну, мы сегодня обсудили контуры, так сказать, президентства, вступления Садыра Джапарова, и его планы, обещания, риски, с которыми он столкнулся, и теми возможностями, которые у него есть. И я понимаю, что это большой и длинный разговор, и мы его обязательно продолжим. Я напомню, что у нас в гостях были политологи Азамат Темиркулов и